Серик. Хотелось бы узнать, Серик, расскажите, пожалуйста, о вашем самом ярком моменте из вашего детства. Из детства? Так далеко зашли сразу. Да, ну мы сначала, как бы, если можно. Так, ну, скажем, что с детства я был самым ярким среди всех своих соседей. Ребенок, который был лучезарен и всегда достигал больших высот. Занимался спортом, и вот именно в то самое яркое, счастливое детство я могу выделить прям определенные секции. Это вот бокс, плавание и легкая атлетика, где я проявил себя на высоком уровне, и далее меня уже продвинули вперед мои тренера. Также это было яркое детство в окружении своей семьи. Благодаря их поддержке я достиг всего того, что вы сейчас сегодня вот здесь перечислили. Спасибо большое. Я думаю, вообще можно начать даже с ознакомления, некоторую интродукцию сделать и далее уже по вопросам пробежаться. Да, было бы замечательно. Я вижу, сегодня здесь у нас очень много участников, 100 человек, прям полный конференц-зал. Здравствуйте всем еще раз, меня зовут Серик Исматов, мне 22 года, я уроженец города Алматы, родился и вырос здесь. Вот все свое время я занимаюсь спортом и благотворительностью, это общественная деятельность. Проявил себя на очень высоком уровне, успел охватить очень много разных сфер, направлений, дел, и в итоге научился просто держать себя на высоте, сделал себя с нуля и стал полноценным членом общества нашей страны. Как вы видите на данном слайде, это, я так понял, афиша нашей встречи сегодняшней, Да. вы видите два протеза. То есть я в 13 лет по своей детской неосторожности попал под поезд и потерял обе ноги. И данный случай, он никаким образом не поломал меня, а наоборот, дал новый заряд, вообще новую жизнь. Я выбрал данное направление. Почему? Потому что на сегодняшний день я знаю проблемы изнутри. То есть те проблемы, с которыми Кто связывается тебя человек, рисует? попавший. У меня будет убедительная Прошу просьба, прощения. пожалуйста, можно будет отключить микрофоны, уважаемые участники. Прошу прощения. Ребята, отключите, пожалуйста, ваш микрофон. Продолжайте, Серик. Да, я продолжу. Вот. Попал под Спасибо. поезд, и то самое роковое событие, как его считают многие из моего окружения, поменяло жизнь не только мою, но и моей семьи, и также моих друзей, близких, и в целом моего окружения. Поменялись взгляды абсолютно на все. То есть сегодня, просыпаясь изо дня в день, я не просто просыпаюсь и выполняю свои бытовые обязанности, там, снова влезаю в эту рутину каждодневную, но все же у меня есть цель, у меня есть мечта. Я хочу жить ярко и красиво. Я хочу жить так, чтобы все мои мечты, все то, о чем я однажды загадал, сегодня сбылось. И так как тема сегодняшней нашей встречи, это, как вы еще раз назовите ее, автор своей жизни, человек, который пишет свою Художник жизнь. своей жизни, да. Человек, который пишет свою жизнь, будет, кажется, корректней. Все-таки картины пишутся. Вот, мы каждый пишем свою историю сами с нуля. Я повторюсь, то, что все в наших руках, и только от нас зависит, какой будет наш сегодняшний день, либо завтрашний. Вот, опять же, вернусь к своим мечтам. То, что я хочу жить красиво, хочу жить как все, это не означает, что я хочу иметь пентхаус, там, острова, классные машины и тому подобное. Это не означает просто богатство в деньгах, имеется в виду. Это не в этих размерах. Я просто хочу однажды проснуться и почувствовать свои ноги. Банально возьмем такую простую вещь. Когда ты просыпаешься посреди ночи либо по своей нужде, либо, не знаю, тебя кто-нибудь позвал на улицу и тому подобное. Вот ты поспешил, ударился мизинчиком об тумбочку, либо об табуретку, не знаю. И вот эта самая острая боль, которая бывает очень жуткая, и которую считают очень такая ярко выраженная острая боль в пальце, в мизинчике. Вот я хочу это почувствовать. Либо почувствовать почву под своими ногами. Поехать к морям и океанам и пройтись по горячим пескам. Вот что я хочу попробовать. Я хочу снова ощутить все это на своих ногах. Это для меня
уже неизбыточная мечта. И, как говорят, мечта, которая у тебя есть на сегодняшний день, и мечта, о которой ты всегда думаешь и к которой ты стремишься, она дает тебе запал определенный. Она дает тебе возможность держать себя на плаву, потому что ты идешь с верой вперед. И именно эта вера помогает тебе сегодня достичь определенных высот. И я желаю каждому найти свою мечту, расставить приоритеты, найти себя в этой жизни и достигать новых высот уже с новыми чистыми силами и яркой головой. Вот. Спасибо вам большое, Сирик, за ваше напутствие, за ваш совет. Но все-таки расскажите, пожалуйста, один из самых ярких моментов из вашей жизни. Я помню, в 10 лет, когда я занимался боксом, я состоял в спортивном резерве у Серика Сапиева, и тогда, помню, был случай, когда вот мы выходили на спарринги, готовились на соревнования в целом. Я проявил себя на очень хорошем уровне, и в тот момент тренера, непосредственно сам Серик Сапиев, мой брат, с кем я занимался в тот момент боксом, как бы заметили меня, мою базу, все мои перспективы, и, в общем, продвинули меня вперед, сразу сказав об этом, большей части нашей страны, нужным людям. И тот случай, тот событий подарил новые краски в жизни. Я считаю, что это самое большое достижение, это что в таком юном возрасте проявить себя на высоком уровне, когда тебя окружают тренера всех наших выдающихся чемпионов по олимпийским видам спорта. Это, думаю, очень... Да, очень большая мотивация, да? Өте керемет, Серік. Жалпы тағы да бір сұрақтан қойып өтсек, жалпы қазақ тілінде де өмірде сізді не немесе кімдер шабыттандырады жалпы? Қай жерден немесе белгілі бір мекен жайыңыз бар ма? Жалпы сізге мотивация беретін, шынықтыратын, жалпы осы өмірдегі мақсаттарыңызға жеткізетін не нәрсе? Не нәрсе емес, кім? Кім немесе кімде? Кім немесе не? Бұл менің отбасым, мама, папам. Бұл біріншіден. Жалпы айтқанда, білмеймін, мен өз-өзіме. Такой скромный ответ будет, потому что, я не вижу смысла искать какую-то мотивацию благодаря определенным историям чьих-то жизней. То есть мы авторы своей жизни, я повторюсь, и все от нас зависит. Как мы захотим, так и будет строиться наша жизнь. Нельзя быть подобием кого-либо, либо копировать чью-то жизнь, потому что ты не проживешь его жизнью так, как он. У нас у всех своя жизнь, у нас у всех своя голова на плечах, и мы должны следовать своим мечтам. Өте жақсы, керемет. Әрине, сіз армандай білесіз, мақсат қоя білесіз, және сол мақсаттарыңызға жетіп жүрсіз. Ал қазіргі, яғни жалпы болашағыңызды қалай көресіз сіз? Мүмкін 5 жылдан кейін, немесе 10 жылдан кейін өзіңіздің болашағыңызды қалай елестете аласыз? Хороший вопрос. Вы знаете, я всегда строю планы и мечты на долгие годы вперед, но кем я себя вижу конкретно через определенное время, я не могу ответить, потому что может случиться так, что завтра я стану совершенно другим человеком. Никто не знает, что случится с нами завтра, никто не застрахован. Возможно, завтра что-то такое произойдет, что вообще вектор пути изменится, например, и здесь не угадаешь. Но то, кем я себя представляю, для меня это как бы планка. Обычный парень, который вырос в городе Алматы, проявил себя хорошо во всех сферах, достиг своих мечт, достиг всего того, что он хотел. Просто успешный молодой человек, который живет и помогает тем, кто нуждается в этом. Естественно, не без дел, не без бизнеса. Я хочу в будущем открыть свой бизнес. Он будет направлен на помощь всем нуждающимся в нашей стране. Это, если говорить конкретно, то люди с особыми возможностями, с особыми потребностями.
молодежь, которая нуждается в этой помощи, в поддержке, либо их инициатив, либо их жизни в целом, создание рабочих мест. Это очень важно на сегодняшний день. Адаптация каждого молодого человека. Профессиональная переквалификация также будет там присутствовать. Это будет open space, это улучшение навыков, это развитие личности, индивидуума и тому подобное. То есть это будет как концепт мотивационный. Далее это создание рабочих мест, также это бизнес, предприятие. И просто одна большая семья. Может быть, это будет холдинг, может быть, будет корпорация или компания большая. Не могу точно сказать, потому что я об этом только думаю. Это пока что в процессе все, потому что, ну, повторюсь, мне 22 года, я боюсь загадывать в журнал своих мечт, желаний, потому что там очень много всего. И, естественно, все достигается со временем. Я знаю, что здесь сейчас сидит молодежь, и вот у нас есть одна такая вирусная фраза, которая прозвучала в Инстаграм буквально месяца полтора назад, или, может быть, больше немножко. Ну, все будет, но не сразу. Все это знают. Очень жақсы, керемет. Отличная цель, я считаю. Да. И, Сирик, скажите, пожалуйста, вот вы сам художник своей жизни, у вас яркая и насыщенная жизнь. Но все-таки каких красок вам нужно еще добавить? Как вы думаете? Белых полос у меня в жизни очень много, были и черные полосы. Начнем немножко так. Но мне бы хотелось добавить побольше ярких оттенков, потому что они отражают все лучи солнца и освещают тебе путь намного лучше, чем темные оттенки. Если брать, например, расписывая каждый цвет, то в первую очередь хотелось бы очень много синих оттенков, голубых оттенков, потому что это оттенки, которые символизируют свободу. Наверняка многие знают, что на нашем флаге изображен именно на фоне синего цвета солнце и наш орел. То есть именно свобода. Я на сегодняшний день нахожусь в очень больших рамках, именно физических ограничениях, потому что у меня нету обеих ног. И это на самом деле очень большая проблема, это очень сложно жить в таком состоянии. Ты просыпаешься и не можешь встать на ноги и пойти сделать свои дела, скажем, на скорую руку. Мне приходится пересаживаться в инвалидное кресло, передвигаться дома, преодолевая барьеры. Я загадывал модераторам сегодня, чтобы каждый из тех присутствующих сегодня на конференции изучили мою жизнь. И если это кто-нибудь сделал, то вы могли найти в интернете несколько статей о моей настоящей правдивой жизни. Я живу в саманном доме, который на моих глазах разваливается. Это очень старый дом, он 60-х годов. И я на сегодняшний день коплю сумму, так как у меня нет официальной работы, я самозанятый. Получается с трудом. Я преодолеваю также трудности в сфере своего быта, в сфере своих дел. Не всегда успеваю. Даже, например, сегодня. То ли надо было мне раньше выйти именно с предыдущей встречи, чтобы успеть доехать домой, чтобы отвечать с дома. Вы бы увидели всю эту картину наяву здесь. То есть проблем очень много, преград очень много, барьеров очень много. Сидя на коляске, ты не проедешь везде. У нас есть только определенные зоны пешеходные, где можно чувствовать себя полноценным, свободным. Не везде есть пандусы, не везде есть подъемники, не везде есть люди, которые могли бы оказать тебе соответствующую помощь. Не каждый из сотрудников определенных организаций, мест квалифицирован и обучен работе с людьми с особыми потребностями. Это первая, проблема. Проблема быта моего. Если, например, брать ремонт, стройку и прочее, то я не смогу таскать тяжелый груз сам. Я не смогу залезть на крышу своего дома, потому что есть вероятность того, что я могу упасть, поломать протезы, поломать ноги, поломать себе позвонок и тому подобное. То есть где-то я ограничен. Это тоже проблема. Меня считают безграничным человеком, это в плане того, что я просто, как они говорят, духом сильный и просто безграничный человек. Но на самом деле, если заглядывать в реалии, то я ничем не отличаюсь от других людей, которые находятся в том же положении, как я. Это сложно. Вот.
И поэтому я забежал немного вперед, пытаюсь изменить отношение нашего общества к людям с особыми потребностями, пытаюсь изменить сознание нашего общества в целом, чтобы взгляд, который падает на нас со стороны, не был косым либо кривым, чтобы разговоры не были негативные. Мы такие же люди, как и все, которые хотят просто жить полноценной жизнью, быть как вы, те же самые люди, которые вот просто живут своей жизнью. Вот. Спасибо, Сирик. Ой, мне даже одни эмоции. Да. Я даже не совсем, я сейчас немножко растерялась. Просто меня переполняют сейчас очень эмоции. Да. Спасибо вам, во-первых, я хочу сказать вам спасибо большое за то, что вы вообще сейчас с нами, то, что вы нашли время. И хотелось бы, конечно, задать вам следующий вопрос. Все эти вопросы я хотела бы сказать, не мы сами придумали, это, в частности, и от студентов. Но сейчас я их буду задавать как от своего лица. Если не с собой, то кем вам бы хотелось бы быть, Сирик? Скажите, пожалуйста. Хороший вопрос. Если не собой, то я хотел бы быть птицей. Птицей, почему именно птицей? Ну, повторюсь, это опять же свобода. Ты безграничный. У тебя под твоими крыльями абсолютно весь мир. И ты предназначен только себе одному. Но, конечно, это дикая природа. Там стоит тоже бороться за свою жизнь. Ну, не знаю, хотелось бы просто быть свободным, который парит высоко в небесах, наблюдая за тем, что происходит снизу, и просто живет на потоке воздуха, что ли. Спасибо. Да. Как вы думаете, среднее специальное образование, да? Или вот это? Как вы думаете, Сирик, скажите, пожалуйста, в чем заключаются плюсы среднеспециального образования? Так вот, как мы являемся, ну, студенты являются учащимися в колледже, вообще в чем плюсы именно среднеспециального образования? Я скажу так, люди с высшим образованием всегда обращаются к людям со средним образованием. Например, очень много проблем бывает с канализацией. Все бегут к сантехникам. Очень много проблем бывает с электричеством. Нуждаются в электрике. Города строятся благодаря электричеству. Нужен высоковольтник, нужен допуск к работе с высокими разрядами. Опять же, нужен электрик, энергетик, высоковольтник. Дороги строят. Дорожники нужны. Плотники нужны. Все эти специальности очень важны. И на самом деле они необходимы для нашего общества на сегодняшний день. Я не знаю, почему многие из представителей молодежи, так будет корректнее, пытаются избежать таких, не знаю, вызовов своей судьбе, что ли, либо самим себе. Многие боятся данного образования. Да. Вот у меня есть знакомые автослесари. Они учились тоже в обычном колледже, закончили его на отлично. И сегодня не скажу, что каждый из них работает по своей специальности, но то, что они окончили автослесарное дело, вообще слесарное дело, они зарабатывают в месяц по 500 000 тенге. Вау. А человек с высшим... Да. А человек с высшим образованием, который имеет при себе абсолютно все, он может зарабатывать в пределах 260 000 тенге, и это ограниченная сумма, потому что он, как отличник, работает на тех, кто был когда-то троечником. Это не стереотип, это правда жизни. И что случается? Те люди, которые всегда делают себя с нуля, проходя через сложные пути, находят себя именно там, они влюбляются в это дело. И каждый раз, когда они проявляют свою инициативу, когда они проявляют себя на 100%, их замечает кто-нибудь из вышестоящих людей, например. Те люди, которые имеют больше возможностей, они приглашают их к себе на работу. Один из моих друзей устроился в частное лицо, к частному человеку, короче, и там же
ухаживает за всем его автопарком. Там же ремонтирует его машины. И он зарабатывает не 200 тысяч тенге, не 500 тысяч тенге, и даже не 700 тысяч тенге. О такой сумме, кажется, можно только мечтать. Скажу образно, просто это человек-предприниматель, ему не жалко своих денег, и ему не жалко заплатить человеку 2,5 миллиона тенге в месяц. Вот она работа средней специальности. Это уровень. Но при этом человек, который имеет среднюю специальность, он должен вот здесь быть высококвалифицированным человеком. Он должен внедрять в себя очень много знаний. Он должен изучать свое дело от и до. Нельзя ограничиваться тем, что ты получил диплом и забыл теперь обо всем. Так не бывает в жизни. Чем больше квалификаций, чем больше у тебя классов, тем лучше самому тебе. Ты становишься востребованней. И то есть я заключу тем, что среднее образование, оно очень важно для построения нового города, нового будущего нашей страны в целом. Спасибо. Ребята, вы, надеюсь, взяли на заметку, да, себе? Менің тағы да бір сұрағым болып тұр еді, осы қазіргі таңда дәстүрлі форматта оқу жүріп жатқан жоқ, барлығы онлайн. Студенттер кейде ерініп, жалқауланып жатады. Сол студенттерге айтар қандай кеңесіңіз бар? Қалай оқуға деген қызығушылықты арттырып, жалпы сабаққа деген қызығушылықты қалай арттыруға болады? Қалай ойлайсыз? Ну, опять же, в первую очередь, нужно полюбить то, что ты делаешь. Нужно изучить дело изнутри, понять, для чего тебе это нужно. И таким образом, я думаю, что интерес к учебе проявится намного быстрее, нежели ты будешь давать себе мотивацию, пинки под зад и тому подобное. Потому что, когда тебе говорят со стороны, ты ленишься. Вот вспомните себя с далекого детства. Когда мы делали домашнее задание, и нам подходят и говорят, типа, делай, пиши, учи, читай и тому подобное, ты мигом теряешь все желание, и ты просто оставляешь все это образование. Тебе хочется пойти поиграть, тебе хочется на свободу и тому подобное. Но если ты поставишь себе четкие цели, распишешь свое будущее, если ты распишешь себя и изучишь себя с нуля, то я думаю, в тот момент, когда ты поймешь, для чего тебе это нужно, получишь огромный заряд мотивации, и любые мысли о том, чтобы спустить руки, опустить их на самом деле до колен, отпадут, причем мигом. И стоит просто любить то, что ты делаешь, повторюсь. Потому что без чувств к чему-либо, либо к кому-либо, ты не сможешь проявить себя на 100%. Вот. Должна быть правда. Должна быть правда. Спасибо, Сирик. Также есть вопрос такой от Асалова Рустама, нашего студента. Что бы вы сделали в первую очередь после того, как вас изберут в маслихат? Что бы я сделал в первую очередь? Хороший вопрос. Да. Там, к сожалению, не делится все вот именно на наши нужды, желания и тому подобное. У меня есть большой проект, который я писал 4 года подряд. Я к этому готовился очень долго. Подошел к этому с уверенностью, с подготовкой в несколько лет. Я изучал проблемы абсолютно разных слоев населения. Я изучал проблемы разных районов нашего города. Я изучал проблемы каждого города нашей страны. Я мотался по нашим городам каждый год по несколько раз. Я проводил встречи. Под эгидой того, что я приехал там на какое-то мероприятие, я проезжал по муниципалкам, я проезжал по административным зданиям, по всем нужным местам, там, где ступает нога человека. Это школа, аптеки, детские сады, торговые центры, вокзалы, аэровокзалы и тому подобное. То есть лично мой интерес пробудился тогда, когда я оказался в тупике. Но я выбрался оттуда, и сегодня я пытаюсь изменить это положение, чтобы те люди, которые попали в мое положение, либо попали просто в трудности в своей жизни, не были загнаны в угол рамками, которые нам построили в далеких 50-х, 60-х годах, либо 80-х. То есть сегодня новая эра, у нас новая жизнь.
мы должны как-то перестраиваться, мы должны внести какие-то новшества. Непосредственно моя программа, которую я расписал, она, естественно, идет с акцентом на людей с особыми возможностями, и это очень будет выгодно не только для нас, в смысле для людей с особыми потребностями, а ну и для вас также, потому что если у нас будут хорошие возможности, то есть пандусы, подъемники, ровные дороги, меньше брусчатки, везде свои знаки, везде люди помогают работать и тому подобное, то и для вас будет намного проще чувствовать себя полноценным в нашем обществе. Будут созданы все условия, все удобности, вообще абсолютно равный доступ ко всему. Полноценная инклюзия. Вот что это такое. То есть я развиваю этот проект, я продвигаю его вперед. На сегодняшний день уже многие представители нашей власти ознакомились с ним. То есть это очень классно. Все подтвердили то, что это будет очень полезно и нужно для нашего общества. И непосредственно то, что сегодня меня знают как молодого человека, который перспективный и просто достигает больших высот, несмотря на свои ограничения, это дает огромную мотивацию для тех, кто находится рядом с нами. То есть это каждое учреждение образования. Это каждый клуб, который занимается спортом, например. Это каждая организация, которая занимается проблемами, вопросами социального слоя. И то есть у нас очень большой охват. Первое, что я сделаю, я изменю нашу страну в лучшую сторону. Спасибо. Өте жақсы. Жалпы, Серік, сіздің осы сөйлеу дағдыңызға қарап, осы берген мотивацияларыңызға қарап, сіз өте керемет көп кітап оқитыныңыз көрініп тұр. Жалпы соңғы оқыған кітабыңызды айта кетесіз, не туралы болды, жалпы ол кітаптың ерекшелігі неде деген секілді. Вы знаете, я, извиняюсь, перебью, я не читаю книги так часто. Я в последний раз прочел книгу прошлым летом, и то я читаю только фэнтези, мистику, фантастику и ужасы. Ну хорошо, скажите, какие вот именно вот ваши любимые авторы тогда в таком случае? Не знаю, я сам пишу книги тоже. Я, Правда? да. Но я прочел крайнюю книгу, это Стивен Кинг, Куджо. История очень сильная. Даже если она выдумана, но все так реалистично, то что главный герой, он не осмыслив бытия, не понимает, что рядом с ним находится чудовище. Но он любит это чудовище и постоянно боготворит его. Он пытается сделать ему благо, несмотря на то, что рядом страдают его близкие люди. Ну, то есть, как говорят, любовь слепа, и если ты веришь, то ты все равно сделаешь свое. Где-то даже я, может быть, похож на данного персонажа, героя. Возможно, каждый из нас даже может почувствовать себя в его шкуре, потому что вокруг нас очень много проблем, но мы, не покладая рук, верим в то, что жизнь совсем другая, и у нас есть свои принципы, у нас есть своя любовь, свои взгляды на эту жизнь, планы на эту жизнь. И несмотря на все, мы можем достичь своих поставленных целей. Вот. А также, я читаю периодически биографию выдающихся людей. Я изучаю то, что они сделали однажды. Построили бизнес, например, создали что-нибудь, продвинули что-нибудь, кого-нибудь. То есть каждое какое-то действие, которое было создано ими, спроецировало что-то новое в нашей жизни. И я стараюсь понять, почему, для чего, откуда и как это вообще взялось. Забегая глубоко внутрь, ты можешь познать истину определенных дел, свершений, и это дает тебе тоже определенный толчок. Почему нет, если да? Если он смог, почему я не могу? Я постоянно задаю себе такой вопрос. Вот. Спасибо, Серик. А вот теперь поподробнее о ваших книгах и где можно их приобрести? Ой, еще не скоро, потому что они еще в процессе. Это не очень простая работа, скажу, это не очень легко. Ага. Я хотя бы можете нам приоткрыть завесу, о чем эта книга? Ну, немножко хотя бы. Как и любой другой любящий себя писатель, так. Есть биография. Я пишу биографию о себе.
но так как моя жизнь все еще течет, биография будет собираться долгое время, и ее я выпущу, наверное, годам так к 60, может, к 80, Ой. если даже. Но это другое, да, это основное просто. Есть Мгм. другое, где я буду раскрывать свои кейсы, свое видение этой жизни, свои взгляды на определенные дела, мелочи, проблемы и тому подобное. То есть это будет таким сборником мотивации для людей, которые потеряли себя, либо хотят приобрести себя нового. Вот. Как известно, вот у нас есть в меломанах нашего города очень много различных книг о том, как готовить. Рецепт цыпленка, например, рецепт баранины и тому подобное. То есть это один сборник, как готовить что-то определенное. Есть рассказы, которые рассказывают о том, что бывают разные люди. И там целыми томами все описано. Один человек, 2 книги, например, другой человек, там, 3 книги и тому подобное. Вот то же самое хочу расписать здесь в своих книгах, чтобы человек адресно понимал, что может быть в этой жизни, какие люди бывают, какие дела бывают в этой жизни, к чему стоит стремиться, на что стоит ставить свои приоритеты, например. Ну, что-то типа такого. Как подсказка, как шаблон, но при этом, чтобы люди не теряли ценности, не забывали свои истоки, свою кровь. То есть это будет и патриотически, и мотивационно, и как-нибудь еще, не знаю, там завуалировать можно будет. Ну вот. Да, я, наверное, первый, кто купит вашу книгу. Спасибо, Спасибо. Серик. Так, дорогие ребята, у кого есть вопросы к нашему уважаемому гостю, пожалуйста, задавайте. Студенттер, сұрақтарыңыз болса қойып отырыңыздар, 2-3 де қойсаңыздар болады. Кешіріңіздер, не айтсам болады ма? Менде сұрақ емес, мен просто осы ағаймен точно тура осы ағайдың жаңағы ойлары тура менің ойларыммен сәйкес келетінен таңғалып отырмын. Мысалы айтты ғой басында, ешқандай адамнан ешқандай заттан мотивация алмаймын деп. Менде де сондай, адам біреуден мотивация көріп емес, біреуден көшірмеу керек. Адам өзі ойлап табу керек. Өзінің фантазиясын қосып, өзі, в общем, самостоятельно болу керек қой. Мен қатты ұнады маған осы жаңа жиналысымыз. Рахмет. Рахмет, Алихан. У кого еще есть вопросы, ребят? Может, предложение, может, Сіз қай жердегі оқу орнын бітірдіңіз? Спорт және туризм. Қазақ спорт және туризм академиясы Алматыда орналасқан. Специальность волейбол. Вот. Это высшее учебное заведение. Сколько вам было лет, когда вы потеряли ноги? Не понятен вопрос, Самат. Еще раз повторите, пожалуйста. Самат, Сколько вам 13. было лет, когда вы потеряли свои ноги? Я не поняла вопрос. Он говорил, 13 лет. Может быть, пусть напишет свое сообщение, свой вопрос. Я бізге естілмей жатырмыз. Да. Я думаю, если есть такая возможность, то пишите в чат, пожалуйста. Он спрашивает, во сколько потеряли ноги. Он сколько лет? шеста. Мгм. 13 лет потерял ноги. Так, ребята. Спасибо, Самат. Если быть точнее, то 30 августа, примерно в 12 часов дня, возвращаясь домой. И это было буквально в 700 метрах от моего дома, потому что я живу рядом с Алматы-1, и чтобы попасть домой, нужно пройти через железную дорогу. Вот. А как это получилось? Наверняка многим это интересно, просто люди не хотят показаться бестактными, но я все же отвечу. Все-таки многие интересуются. Я стоял очень близко к путям. Изначально было так. Я подходил к переезду и услышал сигнал движущегося состава. Я уже понял, что он подъезжает, и не стоит торопиться переходить пути, потому что будет бесполезно и это опасно. В итоге что получилось? Состав уже подъехал. Голова состава была разделена на 4 тягача. То есть 4 вагона — это
двигателей. Также в его составе было, как мне сказал следователь, 104 вагона, если не ошибаюсь, или 106, если память не подводит. И так получилось, что на очень маленькой скорости для большого состава он передвигался по населенному пункту. Это около 17 км в час. Представляете, да, вот одна голова, ну, типа один вагон состава проезжает очень долго, второй за ним следом, потом еще один, и ты стоишь полчаса ждешь, пока весь состав проедет. Это был солнцепек, я был в теплой одежде, то есть термобелье. Сверху меня была еще верхняя одежда, то есть там небольшая кофточка, футболка, легкая кофта, футболка и брюки. Тогда я сбрасывал свой вес, потому что готовился на соревнования в Москву, защищать честь нашей страны там по плаванию. И так получилось, что я был очень уставшим. 2 часа в воде проведенных они сказались очень серьезно, причем на моем состоянии. Я хотел очень сильно спать, я был жутко голоден, и у меня кружилась голова. Я был обезвожен. В тот момент я снял сумку с плеча своего правого плеча, поставил на землю и просто наклонился к ней вперед. И положение моего тела изменилось на 90 градусов, то есть голова была здесь, ноги там. В итоге так получилось, что я снял с себя верхнюю одежду, сложил все это аккуратно в сумку и достал бутылку воды, литр воды, получается, открыл эту бутылку прям в том же положении в 90 градусов, начинаю резко выпрямляться, возвращаюсь в привычное положение и начинаю жадно выпивать этот литр, то есть без остановки, даже без воздуха. Закрыл глаза, было такое наслаждение, это было большое райское удовольствие, когда ты просто обезвожен, голоден, тебе жарко, и ты хочешь пить, и ты пьешь прохладную воду. И в итоге я ее выпил, открываю глаза, спускаю голову в привычное положение, у меня в глазах темнеет. И я на миг потерялся. То есть такой, знаете, небольшой обморок у меня произошел. Вернулся в привычное положение, состояние, проморгался немножечко и захотелось спать еще больше, чем было до. Тело все как бы снова проснулось, перезагрузка была такая большая. Я убрал бутылку воды, снова как бы в сумку, нагнулся, выпрямился, было такое упражнение, кровь начала бегать по организму, получается. И тогда вот я вытянул свою правую руку в сторону состава, потому что начал зевать с большим удовольствием и тянулся корпусом туда, поближе, к составу, получается. И меня ударяют по предплечью именно вот в этом месте, недалеко от локтя. От удара меня разворачивает на 180 градусов, я падаю прямо под колеса. По инерции корпус тела вылетает из-под колес, ноги попадают прямо на рельсы. И мгновенно произошла эта ситуация, мгновенно я потерял левую ногу, правая стопа у меня очень сильно пострадала, ее удалось собрать, но, к сожалению, она не срослась, потому что очень сильная травма, было все раздроблено, сохранять там было все очень сложно. И момент того, что скапливалась сукровица, она же, как бы помогает зажить всему. Это соединительные связи, ткани. В итоге так получилось, что ее было очень много в ноге, и она не выделялась наружу, получается. Нога опухла, кровь не циркулировала, и началась сухая гангрена. То есть последствием этого пришлось ее ампутировать, и таким образом я остался без обеих ног. Хожу на 2 протезах. Жаңа фантастический сосын ужас жанрында кино оққанды жақсы көремін дедіңіз ғой. Енді сіз точно енді сол жанрдағы киноларды да көру керексіз. Маған қызық, қандай кинолар көресіз? Атын айтып өтсеңіз. Мне нравятся в основном как бы боевики, ужасы, триллеры. Например, «Легенда» видел фильм? Ага. Вот. Подобные фильмы. Потом «Мальчик в полосатой пижаме», например. Психологические фильмы, драмы. Да. Отличный фильм. Потом, очень страшное кино, например, из того, что вот комедии и тому подобное. Подобные сериалы, кино. Документальные фильмы, триллеры, опять же, повторюсь. То есть, типа, 1+1. Рэмбо, Робокоп, 1+1 тоже входит, 2+1 также Вот входит. это мне нравится. Очень классные фильмы, кстати. Вот. Мгм. Вот подобные фильмы мне очень сильно нравятся. Их не так уж и много, на самом деле. Эмоцияңыз жасырамай қалдыңыз ғой. Жақсы, келесі. Можно спросить, а как вы попали в партию Нур Отан?
Я проявил себя однажды на общественных мероприятиях очень хорошо, и меня заметило руководство нашей страны. Ко мне непосредственно на личный номер позвонил первый заместитель председателя партии Нур-Отан. На тот момент это был Маудин Ашимбаев. Позвонил с таким предложением: не хотели бы вы вступить в партию? И для того, чтобы это все было организовано и прочее, у нас была встреча. Мы переговорили обо всем, расставили точки над «и», поставили приоритеты, создали некоторые там цели, задачи, которые мы вот сегодня выполняем совместно. Это был 2018 год. То есть по приглашению непосредственно заместителя председателя партии я вступил в нее. И на сегодняшний день вот работаем, выполняем свои обязанности. Благодарю. Я считаю, что это мой долг перед всеми нами, потому что я чувствую ответственность перед своей страной. И хочу, чтобы она просто улучшалась в лучшую сторону. Просто, как всем известно, не все знают проблемы тех людей, как я. Я пытаюсь их освещать, показывать, демонстрировать все это, давить на больное, открывать все двери непосредственно для тех, кто нуждается в этом. И помогаю достичь больших высот. То есть многие из тех людей, которым я помогаю, они становятся чемпионами Паралимпийских игр. Они становятся артистами, рукодельцами. Они зарабатывают на своих делах. Кто-то продает свой голос, кто-то создает бижутерии и тому подобное. То есть каждый нашел себя благодаря поддержке определенных, как бы правильно сказать, не безразлична просто наша судьба. Вот. Ну и на фоне всего этого пытаюсь сделать большой охват, чтобы это было масштабно, то есть менять и все то, что не нравится молодежи, все то, что не нравится уже давно закаленным людям нашей страны. Вот. Спасибо большое. Сіз Ребята, еще қалай вас- ойлайсыз? Ага. Алихан прямо айта бер. воодушевлен. Аха, сіз қалай ойлайсыз? Мысалы, кішкентай кезіңізде, балалық шағыңызда армандар көп болады ғой. Солардың хоть біреусі болсын дәл қазіргі уақытта орындалды деп ойлайсыз ба? Сол туралы толық айта кетсеңіз. Біреу емес, өте көп. Если так вспомнить, сейчас скажу точно. Давайте, наверное, начнем с самого такого вот, то, что радует слух и душу мамы, ее сердце. Вот. Я однажды маме говорил, что ты увидишь меня по телевизору. Вот. Это первое. Меня очень часто показывают по телевизору. Да. Очень часто показывают по телевизору, повторяют это еженедельно, ежемесячно. Далее это было то, что я достигну своих высот в любой сфере, где бы я ни был. Это был спорт, это было творчество, это была общественная жизнь, это волонтерская деятельность, это предпринимательство. И я могу долго перечислять, потому что я занимался очень много разными всякими направлениями, как я говорил вначале, себя на высоком уровне, и везде было, знаете, был определенный уровень свой. И увидя все это, мама была довольна. То есть 2 раза я уже ее порадовал. Далее, я сказал, что я достигну своих высот, но не сказал о том, что я приумножу их. И я их приумножаю. Это маме тоже нравится. Маме обещал, что обеспечу себя сам в этой жизни. Я обеспечиваю не только себя, но и маму, папу и своих братьев. Несмотря на то, что я являюсь самозанятым. Я купил себе машину сам. Тоже была моя мечта. Маме об этом часто говорил. Они говорили, что мы тебе купим, не переживай, у тебя будет все. Просто мне не хотелось напрягать их, создавать какие-то лишние затраты, там, трудности и тому подобное. Приобрел машину, купил себе протезы, обеспечил там все, что нужно, все, что необходимо, например. И теперь помогаю им. Это такое, что касается такого бытового детского желания, мечты в целом. Также я мечтал быть телеведущим. Я поработал телеведущим в позапрошлом году на телеканале Алматы. Брал интервью у тех людей, которые сделали себя с нуля, занимались, например, бизнесом и тому подобное. То есть проявил себя там. Я
когда вот подрастал, начал понимать, что такое шоу-бизнес. И для меня термин продюсер было очень интересно. Я изучил все это изнутри, как бы понял, что к чему, расставил приоритеты, точки над «и» тоже так же. Нашел средства, нашел спонсоров и был продюсером для наших определенных артистов, которых сегодня вы можете знать. Также я продюсировал некоторые проекты, продюсирую некоторых личностей, которые не являются артистами и тому подобное, но просто это люди, которые хотят жить. И так далее и тому подобное. То есть очень много всякого. Вот. Менің ойымша сізге мотиватор болу керек сияқты. Себебі мен ойлаймын, өмірдің соққысына шыдай алмаған адамдар, уже қатты сынып кеткен адамдар, өмірдің жаңа қаталдығына шыдай алмай, вот соларға енді кішкене болсын мотивация керек деп ойлаймын. Вот сол мотивацияны сізден табуға болатын сияқты. Я на самом деле и делаю, потому что, ну, смотри, я выступаю мотиватором на очень больших площадках. Собираются как и онлайн-аудитории, так и офлайн-аудитории. Я недавно рассказывал о том, что я выезжал в наши города под эгидой встреч и тому подобное. Я собирал нашу молодежь, лидеров. Я собирал тех людей, которые достигают высот в своих сферах. Это робототехника, это, ну, просто лидерские качества, у кого были развиты в целом. Мы брали их как большую команду и давали им большой заряд мотивации. Некоторые проекты с ними расписывали, давали им большой заряд всего абсолютно, и они посредством всего этого достигали больших высот. Многие из них сегодня проявили себя на мировом уровне. Вот, например, наверное, вы все читали новость о том, что наш казахстанский парнишка создал концепт самолета, который продал за рубеж. Слышали? Нет. Этот парнишка заработал большую сумму, это раз. Но первое, самое основное, с чего исходить, ну, вообще можно исходить, это то, что проект, в котором он работал, над чем он работал, как он получал образование и тому подобное, был дан старт именно нами, мной, нашей командой, людьми, которым было не безразлично то, что он делает. Естественно, он сам об этом не знает, так как он был проектом, и у него получилось, то есть у нас получилось. Вот такими проектами я занимаюсь. Но параллельно я выступаю мотивационным спикером, показываю себя другим человеком абсолютно. То есть я выхожу на площадки и вещаю то, что хотят слышать люди, присутствующие там в определенных аудиториях. Также задаются вопросы, также интересно очень многое узнать обо мне и тому подобное. Тем самым я даю людям не только мотивацию, но и надежду, и веру. Держу связь с каждым из них, кому было очень интересно и тому подобное. И момент такой, то что у меня собралась определенная аудитория, команда людей, которая всегда будет рядом со мной. Вот. Но уже на протяжении 6 лет я выступаю мотивационным спикером. Поэтому, если будет удобно, будет возможность, я приглашаю, Алихан, не только тебя, но и всех тех, кто сегодня здесь присутствует. И не только тех, кто присутствует, но еще и всех, кто обучается у вас. Может быть, к вам в гости зайду, когда карантин закончится. Было бы здорово. Мен сіздің жаңа мотиватор екеніңізді білмегеніме кешірім сұраймын. Но мен интернеттен ондай нәрселерді қарамайды екенмін. Сізді жаңағы спорт жағыңыздан тануым мүмкін, но бірақ мотиватор жағынан танымайды екенмін, кешіріңіз. Да, ничего. Рахмет, Алихан. Ребята, еще есть у вас вопросы? У меня есть вопрос. Слушаю. Занимаетесь ли вы в данный момент волонтерской деятельностью? Да, я постоянно занимаюсь ей. У вас есть по этому направлению какие-нибудь проекты? Проекты были, мы их уже реализовали. На сегодняшний день я просто делаю то, что необходимо. То есть во время пандемии я помогал людям, которые нуждались в питании и тому подобное. У меня есть марафон благих дел, который я веду непосредственно сам, где я сам выполняю эти обязанности и работаю один. То есть я помогаю людям, которые нуждаются в этой помощи. Это люди с инвалидностью, это люди, которые потеряли себя,
у которых большие проблемы, я оказываю им моральную, психологическую и материальную помощь. То есть все, что в моих силах, я могу дать им. И за 6 лет я помог 258 человек встать им на ноги, показать новую жизнь, новые реалии. Большая часть из них, они нашли себя, нашли силы продолжить свой путь, но определенная часть из них как бы оказалась в рутине, задавили себя своими мыслями и прочим и поломались. То есть там уже бессилен каждый. Но на сегодняшний день я оказываю им помощь по сей день. Вот. Это все на Менде бір волонтерской сұрақ основе. айтсам болады ма? Yeah. Жаңа сұрақ қоя сізде берсін. Мен көп сөйлеп қойдым. сіз осы жаңағы айтып өткенде қанша спортқа қатысыңыз? Бокс, велоспорт, плавание, тяжелая легкая атлетика, баскетбол, футбол. Что еще было? Единоборство, там несколько видов. Это борьба, айкидо, дзюдо. Что еще? В принципе, все. Примерно. 10-11 видов спорта я попробовал на себе. Чем заниматься в свободное время? Заниматься в свободное время? Я пишу музыку. Это музыка 21 века, та музыка, которую мы слушаем на радио. Я пишу, и как это известно, биты называют на сегодняшний день. Помогаю своим друзьям, битмейкерам, которые пишут музыку для наших артистов. Делаем концепт, делаем небольшие эскизы, набросы для музыки в целом, чтобы люди могли под нее спеть, зачитать рэп, не знаю, там, хип-хоп и тому подобное. Также я иногда рисую. Когда есть очень много свободного времени, я люблю посмотреть фильмы, укутаться пледом, там посидеть на природе. То есть я собираю вещи, как положено, все. Я даже на сегодняшний день в багажник своей машины, получается, закинул все необходимые вещи, потому что вечером у меня будет показ кино, закрытый показ фильма, который снял Ужас Ибаев, мой друг-режиссер. «Любовь на миллион», может, слышали? Сейчас кино открыли же. Да. Вот. Да. Он меня пригласил сейчас на показ этого фильма. Я, как всегда, люблю это дело. Поеду посмотрю фильм, покушаю, пообщаюсь со своими друзьями. И надеюсь, что вечером не будет дождя, и я поеду на природу, в горную местность, поставлю там палатку, разожгу костер, приготовлю себе покушать там на костре, понаслаждаюсь временем, послушаю музыку, подышу, подумаю о себе, о своей жизни, поставлю некоторые цели на ближайшие дни, может быть, мысли какие-нибудь красивые поймаю, которыми могу поделиться с кем-нибудь либо в Инстаграм, либо напишу это в книгу, либо запишу в блокноте, либо сделаю стикер, и тому подобное. То есть я люблю делать то, что может приносить большие плоды не только для меня самого, но и для тех, кто рядом со мной. Я люблю делать это все для того, чтобы получать какой-то новый уровень для себя, некий ребрендинг своей личности, и просто стремлюсь быть лучше. Я занимаюсь тем, что должно развивать личность человека, индивидуума, потому что каждое, бытовое, оно убивает. Должно быть хобби, увлечение, любовь к чему-то определенному, например. У кого-то это заключается в гулянках, у кого-то это в книгах, у кого-то это во снах, кто-то это любит передавать художеством, кто-то в музыке. А я сделал обхват всего, у меня широко все берется, вот. Сұрақ қойсам болады ма? Осының бәрі Абубакр. Сіз өзіңіз спорт түріне, неге бір спорт түрінен тұрақталамадыңыз? Неге көп түрлі спорт түріне қаттыңыз? Или сізде желание болды ма? Неге тұрақталмадыңыз сол бір спорт түріне? Такой хороший вопрос. Я занимался спортом для развития своих физических навыков и данных. Я не хотел достигать чего-то определенного в определенных видах спорта. То есть полгода бокс, полгода борьба, например, год с лишним плавание, велоспорт и прочее. То есть когда ты занимаешься чем-то определенным, ты ставишь для себя барьеры, ограничения.
берешь для себя что-то новенькое, это новый вызов. Ты перестраиваешься с предыдущего вида спорта и пытаешься стать другим спортсменом. Ты меняешь направление, профессию свою. Это очень сложно сделать, и это большой вызов для себя самого лично. И у меня удалось это вообще сделать. Я нашел себя везде абсолютно, и как раз-таки вот собирая навыки с определенных видов спорта, я, не знаю, как это можно грамотно описать, просто стал, немножечко лучше тех, кто занимался наряду со мной, мои сверстники, получается. Я был выше их уровнем и имел больше физических навыков и данных на тот момент. Вот. Простите, по поводу бита. Вы биты пишете кому-то, либо это просто для себя? Я и для себя пишу, и для кого-то, и с кем-то. Много разных, моментов. Спасибо всем, ребята, за ваши вопросы. Можно еще одну просьбу? Только один вопрос. Инстаграм можете скинуть? Инстаграм скинуть можете в чат? Я скину в общий чат. Да, давайте. Да, я скину в общий чат по этому поводу. Все, вопросов нет, спасибо. Спасибо всем тем, кто присутствовал сегодня. Уважаемые организаторы, вам отдельная благодарность за то, что вы обратили на меня внимание, вспомнили обо мне, за то, что организовали. Я надеюсь, что в будущем, когда на самом деле закончится все это вокруг нас, проблемы эти лишние, вирус, прочее, я первым делом приеду к вам в гости и уже лично пообщаюсь с удовольствием с вашими студентами. Вот. То есть у вас есть друг в лице меня. Да, у вас появился друг в лице меня, поэтому обязательно мы приедем, пообщаемся. Да, мы вас ждем. Серик, я извиняюсь, девочки. Серик, после окончания карантина мы хотели бы вас пригласить сыграть с нами в волейбол. Без проблем. Нам было бы очень приятно, если бы с нами сыграли в одной команде. Спасибо большое. Сыграем обязательно. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Студенты против Спасибо вам, учителей. Серик. Я выражаю благодарность от всего нашего колледжа, от студентов, в частности, от организаторов. Хотелось бы пожелать вам, прежде всего, одних положительных эмоций. И надеюсь, это наша с вами не последняя встреча. Спасибо вам большое, Серик. Еще увидимся. Спасибо вам также. До скорых Всего встреч. доброго. Нет, сізге осы бүгін келгеніңізге. Жалпы сізге шығармашылық табыс. Тек қана алға жүре беріңіз. Алға. Рахмет. Рахмет. Удачного вам дня. Всем удачи, всем спасибо и крепкого здоровья. До свидания. Рахмет, ага. До свидания. До свидания. Рахмет. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.